Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Пенсионный фонд сообщает». И с вами я, начальник управления Пенсионного фонда в городе Канаш, Петрова Ольга Михайловна. В прошлой передаче мы вам рассказывали о выплатах к страховой пенсии, которые зависят от трудоустройства пенсионера. Сегодня мы вам расскажем еще об одной выплате – это федеральная социальная доплата. И более подробно об этом расскажет Козлова Галина Николаевна, руководитель группы социальных выплат. Пожалуйста, Галина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В соответствии с законодательством, федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается неработающим пенсионерам в том случае, если доход пенсионера вместе с другими ежемесячными выплатами, включая компенсации за жилищно-коммунальные услуги и телефон, не превышает размер прожиточного минимума по Чувашской республике. В том случае, если граждане, которым установлена пенсия, федеральная социальная доплата, либо компенсации лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, были они трудоустроены, для того, чтобы не образовалась переплата, необходимо в течение месяца, в котором началась работа, сообщить об этом в управление. Выплата будет приостановлена по окончании работы, необходимо предоставить документ об окончании работы, и выплата будет возобновлена. Уважаемые пенсионеры, хочется напомнить, что при написании заявления в Пенсионном фонде об установлении дополнительных выплат вы пишете обязательство о сообщении всех фактов, влияющих на размер вашей пенсии. И поэтому при образовании переплаты вы несете личную ответственность по ее возмещению. Вот чтобы не было таких неприятных моментов у нас с вами, пожалуйста, своевременно сообщайте о всех изменениях, которые происходят в вашей жизни, то, что касается размера вашей пенсии. Еще одно направление в работе Пенсионного фонда – это материнский семейный капитал. Галина Николаевна, скажите, пожалуйста, что ждет владельцев сертификата или тех, кто будет вновь получать сертификат в следующем 2020 году? Размер материнского капитала с 1 января 2020 года будет составлять 466 617 рублей. Но хочется вернуться к тому направлению, которое у нас появилось с 1 января 2018 года. Появилось новое направление расходования средств материнского семейного капитала, и это получение ежемесячной выплаты. Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением либо усыновлением второго ребенка имеют граждане Российской Федерации, у которых в семье после 1 января 2018 года родился либо был усыновлен второй ребенок. И в том случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Этот размер составляет 20 268 рублей. Обратиться за ежемесячной выплатой можно в любое время до истечения ребенку возраста 3 лет. Данное правило вводится с 1 января 2020 года. Заявление подается как в Пенсионный фонд по месту жительства, так и в многофункциональный центр. Первоначально гражданин подает заявление со всеми документами на срок до исполнения ребенка возраста 1 года. По истечении указанного срока гражданин должен подать новые заявления со всеми документами, и назначение выплаты производится на срок до исполнения ребенка возраста 2 года. В дальнейшем, после окончания, гражданин может подать новое заявление со всеми необходимыми документами на срок до достижения ребенку возраста 3 лет. В том случае, если заявление подается до исполнения ребенка возраста 6 месяцев, выплата назначается со дня обращения. В том случае, если обращение последовало после достижения ребенка возраста полугода, выплата назначается со дня обращения. Перечисление средств ежемесячной денежной выплаты осуществляется гражданину, получившему сертификат на материнский семейный капитал, на счет гражданина, открытый в Российской кредитной организации. Галина Николаевна, у нас были получатели ежемесячной выплаты до достижения возраста 1,5 лет. Вот сейчас, в связи с этими изменениями, они могут возобновить выплату? Да, конечно, выплата может быть возобновлена, но не ранее, чем 1 января 2020 года. И, соответственно, данным гражданам необходимо подойти и подать заявление вместе со всеми необходимыми документами после 1 января 2020 года.
размер выплаты, вот, ежемесячной выплаты, он остается в прежнем размере или же он меняется? С 1 января 2020 года размер ежемесячной выплаты будет составлять 9541 рубль. Хочу вам напомнить, что основным документом для назначения пенсии является трудовая книжка. И насколько правильно и грамотно она заполнена, знают, наверное, только специалисты пенсионного фонда. В лихие 90-е годы, когда шел бум на создание малых предприятий, различных ООО, ЗАО, руководители этих предприятий не обращали особое внимание на правильное заполнение трудовых книжек. И, соответственно, при выходе на пенсию граждане теряют определенный стаж. Специалисты пенсионного фонда делают дополнительные запросы, на что уходит определенное время. И вот с 1 января 2020 года вводится электронная трудовая книжка. 3 декабря в третьем чтении Государственная Дума приняла законопроект о введении в действие электронной трудовой книжки. Конечно, это большой плюс. В первую очередь это и для самого гражданина, и для работников системы пенсионного фонда. Здесь гарантируется в первую очередь, конечно, сохранность всей информации в информационных ресурсах пенсионного фонда. Гражданин получает свободный доступ к своим сведениям по трудовой книжке, то есть не нужно ходить в отдел кадров, писать заявление и получать трудовую книжку или копию трудовой книжки на руки. В личном кабинете гражданина на сайте пенсионного фонда или на портале государственных услуг или в дополнительном приложении на телефоне можно зайти в личный кабинет и получить всю информацию о своей трудовой деятельности. И вот в течение 2020 года гражданин должен будет написать заявление работодателю о том, что он выбирает ведение электронной трудовой книжки. То есть это мероприятие добровольное. Если же гражданин такое заявление не напишет, работодатель документы все равно электронные будет представлять в пенсионный фонд на каждого гражданина, работающего у него в организации. Но на тех, кто заявление не написал, как я уже сказала, будет параллельно вести и трудовую книжку на бумажных носителях. Отказаться от ведения трудовой книжки на бумажных носителях можно будет в любое время. Ну а тем, кто будет поступать на работу впервые с 1 января 2021 года, в обязательном порядке будет заводиться электронная трудовая книжка. На бумажном носителе у таких граждан трудовая книжка вестись уже не будет. Большой плюс, как я уже сказала, в первую очередь для гражданина и, соответственно, конечно, и для работников пенсионного фонда, и для самих работодателей. Также хочу напомнить, что практически любую услугу пенсионного фонда вы можете получить на сайте пенсионного фонда, в личном кабинете гражданина, на портале государственных услуг, в МФЦ и в приложении телефона, который поддерживает систему Android и iPhone. Хочу напомнить, что программа софинансирования работает 10 лет с момента первого платежа. То есть те, кто вступили в программу софинансирования в 2008 году, первый платеж произвели в 2009 году, в этом 2019 году для них работа программы софинансирования заканчивается, а те, для кого программа продолжает работать, не произвели еще уплату страховых взносов, могут это сделать до 31 декабря 2019 года. Любую интересующую вас информацию, касающуюся работы пенсионного фонда, вы можете получить по телефону горячей линии 2 12 31, 2 13 89 и телефон контакт-центра в Чебоксарах 64 91 14. И еще один момент. Выплата пенсии производится строго по установленному графику. Грядут новогодние праздники. В праздничные дни пенсия выплачивается по особому графику. Информация об этом будет доведена до получателя пенсии дополнительно. Дорогие телезрители, на этом сегодня все. До свидания, до новых встреч.